Программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ на средних волнах. Также слушайте и смотрите наши программы на нашем сайте Крымреалии и на наших страницах в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе. Итак, о чем мы сегодня говорим? 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и группировками подконтрольных России боевиков на Донбассе. Всего в рамках обмена Украине выдали 76 человек, 12 военных и 64 гражданских лица. В этом списке автор «Радио Свобода» Станислав Асеев и Олег Галазюк. Однако в списке тех, кто попал на обмен в этот раз, не было крымчан. Накануне в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что крымских заключенных включат в следующий этап освобождения. Дословно, в течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, которые находятся на территории оккупированного Крыма и России. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается. Сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины. На очереди следующие шаги. Крымские плены будут включены в следующий этап освобождения. Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается, говорится в сообщении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на странице в Фейсбуке. Также в представительстве президента в Автономной Республике Крым подчеркнули, что за освобождение украинцев из плена ОРДЛО пришлось заплатить сверхвысокую цену. Цитирую: «Ценность человеческой жизни, одновременно неотвратимость и наказание для преступников, которые эту жизнь забирали, должны быть самыми важными для нашего государства. Мы уверены, что наказание за преступления, совершенные Россией через своих агентов или в Киеве во время событий революции достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей, в целом Украины, состоится. Виновные понесут ответственность». Тем не менее, значит, почему же так произошло, что в этом большом обмене, где с одной стороны было 76 человек, материковая Украина получила, с другой стороны было выдано больше сотни людей, почему, значит, среди этих людей не оказалось крымчан? Вот постараемся выяснить, от кого зависит возвращение, освобождение крымчан. Сейчас с нами на связи, Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины и бывший узник Кремля. Ахтем, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы узнать ваше мнение. А вообще могли ли быть крымчане в этом обмене 29 декабря? Конечно, могли бы. Если бы президент изначально поставил бы себе цель не любой ценой, это вот его тезисы, добиваться мира, не стрелять, сдавать позиции, отводить войска, считать партнером Путина. Последнее его изречение: лидеры нормандской формата выполнили на первом этапе все условия, в том числе, я так понимаю, и хочу по-другому сказать, было такое громкое слово насчет лидерства Путина. Если мы не будем заключать сомнительные договора по газу, не будем прощать наши достижения в международных судах России, то есть статус-кво определять. Если мы будем партнерам демонстрировать, что для нас самые высокие ценности — это независимость, самостоятельность, наши территории, наши граждане Украины, которые остались на оккупированных территориях, что мы будем бороться за освобождение этих территорий, тогда давление увеличилось бы. И можно было бы сказать тогда президенту Украины, что по сравнению с 5 годами прошлого наше давление еще сильнее стало. А сейчас получается так, что мы 5 лет давили врага и уже удавку накинули на шею и готовы были еще дальше продолжать удушить этого, изолировать этого преступника 21 века. И при таких условиях, да, мы могли рассчитывать на то, что все наши политзаключенные, заложники, воины освободятся. А вот такие подмены понятий, человеческая жизнь и самое ценное, тогда зачем нам воевать за нашу независимость? Можно сдаться, стать колонией России и как рабам бессловесным, также быть в праве крепостном, как вся Россия. Ахтем, господин Чийгоз, скажите, пожалуйста, а вот от кого зависит сейчас присутствие... От президента зависит. От президента Украины вы имеете в виду, да? Да, президент страны определяет внешнюю политику,
как главнокомандующий строит стратегию поведения во время войны. И вот эта стратегия, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, она такая уступническая и пораженческая. Поэтому при таких обменах, так называемых, обмена не было. Потому что мы из освобожденных там по списку имеем только 12 военнопленных. Мы имеем кучу теперь людей, которые нам показывают оскорбления в наш адрес, в адрес государства и в адрес украинского народа шлют нам. А в результате, конечно, мы радуемся за тех военных, которых освободили, за тех, которые обвиняются в шпионаже и были арестованы. Но, например, мы, конечно, боремся за всех, и в том числе, кто таксистом работал, да, или отдыхать ездил в Крым, а потом его сажали, а мы потом цемахов отдавали взамен. Сегодня отдали этих преступников, беркутовцев. При таком обмене Путин от крымских татар отдавать не будет. Крымские татары символизируют вот как те воины, как воины небесные, герои небесной сотни, символизируют гидность, понимаете, да? Достоинство, честь, смелость, решительность, бороться за свою родину, за свою страну. При таких условиях он их отдавать не будет. Тем более, если президент сам говорит, что на нормандском формате ему времени не хватило обсудить Крым. Так кто тогда за нас будет, если президент не будет обсуждать Крым, потому что времени на газ много было, а на Крым не хватило. Господин Чийгоз, а вот ваше освобождение, оно произошло в том числе и благодаря президенту Турции? Или нет? Не в том числе. Это произошло благодаря давлению вот этих 5 лет на врага украинского народа, украинского президента, украинских политиков, журналистов. И международные все институции, организации, они называли и мою фамилию, и другие фамилии, и называли как, скажем так, символ того сопротивления вот этому чудовищу, преступнику 21 века. И Сенцова, и Балуха, и других всех называли, ассоциируя это с символом борьбы. Поэтому Эрдогану проще было сказать. А если бы я барыжничал где-нибудь там, таксовал бы и меня бы арестовали. Если бы я там поехал отдыхать бы и меня арестовали, вряд ли Эрдоган за меня бился бы. И вряд ли бы это являлось бы символом борьбы за независимость. Понятно. И еще один вопрос, господин Чийгоз. Есть ли у вас сейчас возможность общения с офисом президента Украины или с самим президентом Украины для того, чтобы был ускорен процесс освобождения крымчан, крымских татар? У нас диалога, к сожалению, нету, отсутствует вовсе, и я имею такую мысль, вот лично я думаю, что наши вот эти притязания и в вопросах изменения конституционного статуса автономии, наши, в общем-то, требования о том, чтобы в вопросах с Россией взаимоотношений, то есть как с врагом, а не с партнером, может быть, это осложняет наши... у нас нет этих контактов. Но вчера мы встречались с премьером, мы неплохо пообщались, и, к сожалению, премьер, так же, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обговаривали вопросы в рамках его компетенции. Но более часа длилась встреча, и я считаю, что встреча прошла для первого раза нормально. Понятно. Спасибо вам. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомним, что в центре нашего внимания сегодня это обмен 29 декабря удерживаемыми лицами между Украиной и группировками подконтрольных России боевиков на Донбассе. Всего в рамках этого обмена Украине выдали 76 человек, из них 12 военных и 64 гражданских лица. Далее будем говорить с Евгением Магдой, политологом, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, приветствую вас. Добрый вечер. Евгений, ну вот если говорить о медийной составляющей обмена, да, вот не о самом обмене, а вот о медийной составляющей, на ваш взгляд, вот как можно оценивать эту ситуацию? Кто в результате оказался в выигрыше, политикум Украины или России?
постійна складова обміну ганебно програна українською стороною. Почему вы так считаете? Тому що на процедуру обміну не були допущені українські журналісти, були допущені тільки кілька камер, і у нас з'явився новий мовник – Офіс Президента України. А з російського боку, наприклад, приїхав такий Олександр Коц, спецкор комсомолки, який працює по Донбасу вже 6-й рік. І не тільки по Донбасу, і в Сирії теж. Тому і він не єдиний, хто там був. І зверніть увагу, наскільки активно там працювали різноманітні телеграм-канали проросійські і російські. А Україна, як і, до речі, після зустрічі Нормандської четвірки, як і в контексті визнання Україною формули Штайнмаєра 1 жовтня, вона пасла задніх. Тобто таке враження, що підписано якийсь таємний протокол між офісами президентів України і Росії, що український офіс бере на себе зобов'язання просто так, без дозволу російських колег, рот не відкривати. И жодных заяв не робити. Евгений, а если говорить вот о том, почему в этих списках и вообще среди освобожденных не оказалось крымчан, на ваш взгляд, почему так произошло? Це, вибачте, ще більш очевидно. Вчора в обміні візуально і політично Росії не було. Пересічний слухач радіо Крим Реалії, я думаю, не бачив там абсолютно Росії. Він навряд чи пам'ятає, чи вона пам'ятають про те, що про цей обмін домовились в Парижі 9 грудня. І, до речі, обмін пройшов за формулою, яку озвучив Путін. Всіх встановлених на всіх встановлених, а не за тим, як сказав Володимир Зеленський. Ми обміняли всіх на всіх. Це не всіх на всіх. Це за російським сценарієм. І для того, щоб обмінювати кримчан, Україна має, даруйте за такий цинізм, мати певний обмінний фонд. А за наслідками обміну в вересні і за наслідками обміну в грудні ми, здається, віддали Росії вже всіх, хто був в Росії медійно чи політично цікавий. Всіх без виключення. І як ми можемо повернути майже 9 десятків тільки кримських татар, не рахуючи інших громадян України, які, очевидно, перебувають за ґратами в Росії, не обов'язково на території Криму. Це для мене дуже серйозне, дуже велике питання. Плюс Росія всіляко повторює, всіляко підкреслює, що Крим – це її територія. А я від адміністрації Зеленського не чую системної позиції стосовно цього. На підставі чого там збираються обмінювати кримчан? На підставі просто публічних заяв, ну цього, даруйте, буде дещо мало. Тобто, Евгений, ну смотрите, есть заявление, то же самое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сделало такое заявление о том, что можно уверенно, цитирую, заявить, что работа по освобождению продолжается. Сегодня, имеется в виду вчерашний обмен, состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги, и крымские плены будут включены в следующий этап освобождения. А можна я спробую спроєктувати російську логіку, з вашого дозволу? Да, пожалуйста. Уявіть собі, що я Пісков. Я вам кажу, ми відпустили 24 українських моряки. У нас більше немає людей, які якось пов'язані з Кримом. Немає. Доведіть, що вони в нас є. Як ви це доведете? У нас що, є доступ місії ОБСЄ, яка має працювати на території України до кримських слідчих ізоляторів чи до в'язниць на території Краснодарського краю? Нема. У нас що, є доступ Червоного Хреста до утримуваних кримчан, які перебувають в ув'язненні? Схоже, що немає. Тобто у України на сьогоднішній момент немає системної лінії на звільнення наших громадян як кримчан, так і не тільки кримчан. Ну, наприклад, відомий політв'язень Шумков, який перебуває в російському ув'язненні. Як його збираються звільняти представники Офісу Президента,
Я вот, честное слово, не знаю. Спасибо На вам. підставі чого? Евгений Магда был с нами на связи, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре нашего внимания обмен 29 декабря, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и группировками подконтрольных России боевиков на Донбассе. Всего на материковую Украину вернулось 76 человек, 12 военных и 64 гражданских лица, но крымчан среди них не было. Далее говорим с Искандером Бариевым, руководителем Крымско-татарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас. Добрый вечер. Искандер, можем ли мы сейчас четко утверждать, знаете ли вы, сколько на самом деле сейчас находится политзаключенных в Крыму, либо в соседней России, вот именно крымчан, крымских татар? Но на данный момент, по данным Крымско-татарского ресурсного центра, мы заявляли и публично об этом, всего мы считаем политическими заключенными и преследуемыми 98 человек. Из них 11 человек — это те люди, которые уже находятся под домашним арестом, но у многих из них еще находятся браслеты на руках или на ногах. То есть в настоящее время 86 человек являются политическими узниками, которые непосредственно находятся либо в СИЗО в Крыму, либо в колониях, либо в СИЗО на территории Российской Федерации, которых этапировали. Поэтому в настоящее время мы где-то за полтора-два месяца до начала обмена обращались и к президенту Украины, и к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины с официальным письмом от Крымско-татарского ресурсного центра, где полностью предоставили список политических заключенных и просили учесть при, скажем, обсуждении по обмену пленными и политическими заключенными. Какой ответ получили? Мы получили от Офиса президента Украины, мы не получили ответа вообще, а со стороны уполномоченного мы получили ответ, что они возьмут в работу и будут учитывать наши пожелания, учитывать наш список. Но я вам скажу честно, что я никаких иллюзий не строил, и Крымско-татарский ресурсный центр в целом, потому что если проанализировать, и даже на будущее я не строю иллюзии, и я об этом публично говорил. Во-первых, когда мы говорили об обмене 35 на 35, то речь была о Международном трибунале по морскому праву, и локомотивом в том обмене являлись именно моряки. И понятно, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы не было усиления санкций, поэтому под видом, в первую очередь для своего электората, под видом, скажем, гуманности российского руководства, они к морякам, и то, что не относится это к международному трибуналу, они добавили, я бы сказал бы, такими вот токсичными политзаключенными Крыма, и, соответственно, получился список из 35 человек. Вот именно тогда могли попасть еще большее количество наших соотечественников, которые находятся непосредственно в застенках ФСБ. Что касается этого обмена, то явно было понятно, что этот обмен проводится в контексте нормандского формата, и как раз-таки участники нормандского формата — это Германия и Франция, которые, в первую очередь, Германия, которая заинтересована в урегулировании вопроса на востоке Украины. И поэтому говорить о том, что крымские политзаключенные будут в этом обмене, тем более обмен пленными, не политзаключенными, то здесь ожидать не стоило бы. Теперь в перспективе мы слышим ряд заявлений о том, что над этим работает Офис президента, о том, что будет следующий этап обмена и так далее. Если честно, я не совсем этому верю, и я не хотел бы обнадеживать родственников политзаключенных. Я вижу здесь два пути. Но первый путь, когда Российская Федерация снова вернется к вопросу о политзаключенных Крыма, когда более активно начнется или по существу начнется рассмотрение Международного суда ООН по Украине против России, где как раз в контексте конвенции по дискриминации мы здесь можем четко позиционировать и добиваться освобождения политзаключенных именно Крыма по этническому, религиозному принципу и так далее. И здесь мы реально, но здесь даже в 2020 году на это особо рассчитывать не стоит, потому что я не уверен, что в 2020 году начнется рассмотрение по существу. Другой вариант — это когда при нашей активной работе, при нашей активной информированности, скажем, начнутся более жесткие действия со стороны западного мира по санкционной политике в отношении Российской Федерации, тогда под каким-либо предлогом они начнут
демонстрировать, что они пытаются, что нет никаких ущемлений по расовому принципу, и, соответственно, они могут пойти на какие-либо освобождения, либо возможные обмены. А если говорить о временных каких-то маркерах, когда это может произойти, на ваш взгляд? Честно говоря, я просто прагматик в этом случае, и я не хочу обманывать или обнадеживать родственников. Я думаю, что это будет не скоро, и поэтому наша задача сделать максимально токсичными для Российской Федерации все 86 человек, среди которых порядка 76 человек, это представители крымско-татарского народа, сделать токсичными для Российской Федерации. Вот тогда они пойдут на переговоры и будут думать о том, как обменять. Потому что в данном случае я считаю, что в переговорных процессах больше заинтересована Российская Федерация, дабы не усиливались санкции, дабы максимально прекратить санкционную политику. Понятно. Спасибо вам. Искандер Бареев, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реалии. Тут стоит отметить, что вот помимо заявления представительства президента Украины в Автономной Республике Крым есть и заявление самого президента о том, что руководство Украины занимается освобождением задержанных в Крыму граждан Украины. Такое заявление сделал накануне вечером президент України Владимир Зеленський. Далі пряма річ. Ми розуміємо, що дуже багато наших людей ще на території Російської Федерації, всіх багато із Криму перевезених. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось. Это, напомню, вы слышали слова президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в центре нашего внимания вчерашний обмен 29 декабря удерживаемыми лицами между Украиной и группировками подконтрольных России боевиков на Донбассе. Всего на материковую Украину выдали 76 человек, 12 военных и 64 гражданских. Программу продолжим беседой с президентом Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаилом Гончаром. Михаил, приветствую вас. Добрый вечер. Михаил, от вас хотелось бы услышать вот что. Что будет дальше? Что будет в ближайшее время? Есть ли какая-то цена, которую мы, может быть, не знаем, которую придется заплатить Украине в дальнейшем для того, чтобы освободить других заключенных, которые остались на территории России либо в оккупированном Крыму? Ну, тут уже стоит говорить скорее об упущенных шансах. Потому что вопрос можно было решить, вот когда речь идет о том, чтобы обмен всех на всех, то такая возможность представлялась. Она была связана с Парижской встречей, и вот Путину там удалось протянуть газовые вопросы, которым было не место на Парижской встрече, абсолютно. А Зеленскому можно было бы протянуть вопрос обмена всех на всех, то есть включая пленных на Донбассе, и политических узников. Согласно информации омбудсвумен Украины Денисовой, это два списка, 227 человек в одном списке, те, кто находится на оккупированных территориях Донбасса, и 113 это те, кто идентифицируется как политические узники Кремля, то есть крымско-татарские активисты и плюс те, кто был подвергнут репрессиям по списку Сенцова, условно так скажем. То есть вот это была уникальная возможность совершить при твердом подходе и позиции вот такой размен. Не некий условный, как сейчас говорят, что, мол, где всех установленных на всех установленных, оказывается, это лишь частично и только касается тех, кто находился на оккупированных территориях Донбасса. Здесь была допущена стратегическая ошибка, допущена слабинка, что называется. Мы видим, сколь значимы оказались для России, это было понятно, газовые вопросы. И вот эта взаимоувязка, если вы хотите решить газовые вопросы, если вы хотите, чтобы были отозваны претензии на сумму 12 миллиардов долларов к вашему «Газпрому», то тогда, соответственно, вы должны освободить всех. Не как-то избирательно, порционно, по какому пути пошли, а всех на всех. Вот это не было сделано. Понятно. Михаил, а вот сейчас есть ли у Украины какие-то инструменты для того, чтобы актуализировать вопрос по освобождению политзаключенных из Крыма? Ну, риторически есть. Ну, вот президент вчера там сказал, что мы занимаемся и будем заниматься. Но, собственно говоря, грош цена этому заявлению.
Почему вы так думаете? По одной простой причине. Основной обменный фонд отдали. И ситуация, как мы видим, такова, что Россия использовала это на свою пользу, как в случае с первой партией 7 сентября, где моряки и Сенцов. И, собственно говоря, Цемаха им было важно вытащить, они вытащили. Сейчас им было важно вытащить свою агентуру, своих диверсантов и так далее. Они тоже это сделали. То есть они забрали, на мой взгляд, основной обменный фонд. Дальше вопрос состоит в том, будет ли проявлена добрая воля с российской стороны. Мы понимаем, что ее не будет, что дальше снова будет идти такая порционная игра. Вот если вы хотите кого-то, значит, вы должны пойти на определенные уступки. И снова ж таки, по Донбассу, по оккупированным территориям вопрос полностью не решен. То есть те, кто вчера освобождены, это, там примерно третья часть от числа тех, которые находятся в официальном списке. Даже на Донбассе имеется в виду, да, те, которые... Да, даже на Донбассе, да. То есть вот когда была встреча омбудсвумен Денисовой с родственниками политзаключенных после обмена 7 сентября, она четко обозначила 2 цифры. 227 человек – это те, кто на оккупированной территории Донбасса, и 113 человек, которые относятся к категории тех, кто удерживается в Крыму, либо вывезен из Крыма в Россию. Спасибо вам. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реалии, а всего, напомню, вернулось на материковую Украину 76 человек, 12 военных и 64 гражданских. Это программа «Крымский вечер», радио Крым-Реалии. Прощаемся с вами. Всего вам доброго.